Да, я живу в Израиле, и именно поэтому я говорю прямо, я на стороне Украины, я уважаю украинский народ за стойкость, за силу, за то, что они держатся, когда по ним летит все подряд. А вы, рашисты, вы напали на своих соседей, и после этого хотите, чтобы вас называли великими? Серьезно? Вы оставили миллионы людей без света и тепла зимой. Вы бьете по домам и гражданским, по обычной жизни, и потом еще строите из себя жертв, как будто это не вы все начали. И самое мерзкое то, что вы радуетесь смертям людей. Для вас это контент, новость, смешно. Ну, так им, сукими, надо. А для меня это люди. Живые, реальные, с семьями, с детьми, с домами. И не надо мне тут рассказывать, что ты не понимаешь, ведь ты живешь в Израиле. Я понимаю ровно одно. Когда страна превращает войну в религию, а смерть в праздник, прощения, сука, не будет. Вы ненавидите всех вокруг, кроме себя. Вам постоянно кто-то мешает. То соседи, то Европа, то Америка, то враги народа. Вы живете в вечном поиске виновных. Лишь бы не смотреть, сука, в зеркало. У вас люди делятся на своих и чужих, на правильных и неправильных. Для вас то хохлы, то жиды, то чурки, то еще кто-то. Для меня в первую очередь все люди. И поэтому я имею право говорить, потому что я не ваш подданный, я свободный человек, и я буду называть вещи своими именами. Хотите величия? Тогда начните хотя бы с человечности. Но пока вместо нее у вас злость, ложь и война. И не удивляйтесь, что вас называют не великими, а опасными. Не удивляйтесь, что вы противны всему адекватному миру. Не удивляйтесь, что вам никто руки не хочет подавать, потому что вы так себя ведете. Дай Бог здоровья и сил тем 5% адекватных русских, которые живут среди вас и пытаются выжить в этой гнили и в этом болоте. Друзья мои, я все сказал. Дальше, само собой, жду ваши комментарии. Скорейшей победы. Израилю скорейшей победы.